земляки, сегодня у нас очень большое событие. Событие связано с приездом наших дорогих гостей из соседней Ульяновской области. Очень приятно представить вам глубоко уважаемого нашего друга, народного академика, скульптора Кондрашкина Николая Григорьевича. Давайте поприветствуем его. Сегодня торжественно у нас такое событие. Мы Ульяновской областью, Зеварская республика, очень дружно мы живем. У нас очень прекрасные отношения. Мы дружно живем и другими республиками, и Татарстаном, и Марий-Эл, и Мордовская республика, и Пенза. Все области, которые ближе окружают, и со всеми субъектами Российской Федерации. Наша республика Чевор-Чеволсай является сердцем России, одним из красивейших городов Российской Федерации. Это по признанию всех людей, которые сюда приезжают. Это очень важно сегодня об этом говорить. Вот идет откровенно капитальный ремонт сельского дома культуры. Работа продолжается, она скоро будет завершена. Мы сегодня, я думаю, услышим, и мы тогда торжественное открытие сделаем. Мы хотим работу этого центра улучшить, установить новые сооружения, новые памятники, для того, чтобы это было самой притягательной силой в Батовском районе для людей, чтобы сюда приезжали и чтобы они радовались. Без высокой культуры, духовности, нравственности, без патриотического духа добиваться успехов в социально-экономическом развитии нашей страны невозможно. Она путешествует, культура является, не созидает материальное благо, но духовные блага, они ценнее, дороже всех других богатств. Высокая культура, она создает мощнейшую базу для социального развития, для развития экономики, для развития человека. А человек должен быть всегда в центре внимания. В центре внимания должен быть простой человек. Простой человек создает все. От него все зависит. Какие бы руководители не были, какого бы ранга, умнейшие, сильнейшие, без простых людей создавать благо невозможно. И экономику развивать невозможно, и культуру развивать невозможно. Для нас сохранение исторической правды и культуры народа тоже не пустое место. Мы этим занимаемся всерьез. Мир так устроен, что именно друзья помогают, единомышленники реализовать свои проекты. Один в поле не воин. Да, говорил один умный человек, потому что и Владимир Ильич Ленин в свое время высказал: кадры решают все. Здесь те кадры, которые озабочены о создании нового общества своего народа. Я установил, скажем условно, около 100 памятников, памятных досок, бюстов. Здесь тоже есть место, святое место, которое дожидается именно нас, возможно, которое мы сегодня рассмотрим. Значит, приложение какое-то есть у вас? Да, обязательно есть. Ну, потому что мне хочется, чтобы здесь стоял Пушкин. Он оставил великий след среди российского народа. Не только российского, но и всего мира. Весь мир его знает. Это вообще если поддерживается, значит... Это просто мы от души принимаем. Обмениваются рукопожатием. Да. Вот здесь рядом со мной глава нашего района, уважаемый человек Селиванов Рудольф Васильевич. Он всегда на всех мероприятиях с нами вместе, он помогает, он ощущает дыхание простых людей. Вот та территория, которая полностью была устроена, эта идея на самом деле ваша была. Вы на самом деле хотите, чтобы село
село развивался. Если село будет жить, село будет развиваться, Россия тоже обязательно будет жить. Вот смысл, наверное, Лев Пантелеймонович, главный в этом на самом деле состоит. И для 2020 года только для Долгоосовского сельского поселения немало инвестиций было вложено в развитие этого села. Лев Пантелеймонович, я хочу поблагодарить вас, что вы находите время. Я знаю, вы всегда заняты. Не забывайте нашу малую родину. Нам общаться с вами, познакомиться с новыми друзьями – одно только удовольствие. Чтобы село жило, развивалось, район, Республика Россия. Спасибо. Вот мы наш дом передали для фельдшерского пункта. Пока стоит, что будем делать? Там никакого фельдшерского пункта не будет, мы новый фельдшерский будем строить. Мы сюда комиссию отправляли, приезжали, там есть свои требования, которые не соответствуют. Придется полностью разбирать все. На территории Чувашии Шаки на самом деле будет новый фельдшерский пункт. Спасибо. Я хотел бы, чтобы помещение хорошее, я все равно как сохранить и как лучше это использовать. Это очень важно. В основе бытия человека на земле, в жизни, это знание своих корней, уважение своих родителей, уважение своего рода, уважение, любовь к тому месту, в котором родился ты. Село Чувашские Шаки подтверждает вот эту мысль, что академик Кураков реализует это непосредственно в своей жизни, где бы он ни был, в Совете Федерации, в правительстве, возглавлял правительство Чувашии, был вице-президентом Чувашской Республики, ректором университета и на всех других должностях. И вот это Чувашские Шаки, оно помнит и участников Кокельского международного пленера. Здесь были народный художник Украины Виктор Ковтун, здесь был заслуженный художник Украины Александр Черниченко, здесь была и одна из самых известных современных поэтесс Нина Супруненко. Здесь был патриарх российского изобразительного искусства, академик, народный художник России Ревель Федоров. Своей деятельностью Лев Пантелеймонович является духовным патриархом чувашского народа. И это не просто красивые слова. Почему? Потому что именно его дела, его жизнь позволяет с полной версию говорить об этом. И, конечно, когда мы говорим о том, что культура, духовность, духовное развитие составляет основу развития человека, общества, района, республики, России, хорошо понимают и руководители. Рудольф Васильевич Селиванов, руководитель района, Баторского района, полон энергии, полон многих проектов. Его проекты носят не просто фантастические, то есть мечтательный характер, а он их реализует многое. Чувашский народ был силен тем, что он чтил и уважал старших. Это было основополагающим. Уважение, глубочайшее уважение, почитание старших. К сожалению, мы сегодня, и некоторые чиновники даже, начинаем забывать об этом. Нет, нельзя нам забывать. Когда мы уважаем старших, мы начинаем больше, глубже уважать и себя. Профессор есть профессор. Владимир Александрович, вы очень хорошо. Спасибо не за то, что вы обо мне говорили, а говорили о делах. Это самое главное. Старших товарищей по возрасту их надо уважать, их надо ценить. Рано или поздно и ты стареешь, таким же станешь. Если так будешь относиться к старшему товарищу, и так же к тебе будут относиться другие. Об этом ни один человек в своей жизни не должен, не имеет права забывать. Я просто хочу подтвердить
народ вас очень уважает. Покажите, пожалуйста, чуть вперед. Это глава нашего сельского поселения. Он очень добрый человек. Когда я к нему звоню, он по первому звонку приезжает на любое мероприятие. Не только он дает указания, сам работает, сам пашет и сам помогает. Вот такой, если руководитель будет во всех сельских поселениях, как наш, Долгоосовский, тогда везде будет хорошо. Я, во-первых, хочу всех приветствовать, наших высоких гостей, что они к нам, в наше сельское поселение, приехали. Всем большое, огромное спасибо. И, во-вторых, Лев Андреевич, мы хотим вам выразить огромное спасибо за этот хороший наш культурно-патриотический центр. И наша сейчас основная задача состоит, чтобы этот центр был еще привлекательный, и хотим это преобразить. И сейчас вот в данное время идет у нас ремонт сельского дома культуры. И в этом тоже вам огромное, Лев Андреевич, большое спасибо. Руководитель кооператива или фермерского хозяйства, вот он улыбается, известный Санзяпов Рашид. И вы сколько добрых дел в нашем сельском поселении вы делали. И просто не только вы развиваете наше сельское хозяйство, но вот мы смотрим вот впереди, я хотел бы, чтобы операторы показали, вот какой исторический памятником, участникам, нашим героям Великой Отечественной войны здесь сооружен силами непосредственно при материальной поддержке именно Рашида Санзяпова. Он мусульманин, а я православный человек. Мы объединили усилия, и здесь мы, откровенно говоря, при участии всех сельчан сделали большое дело. Называется это купель. Это святой источник. И на этом месте сделали духовное место, облагораживали, и люди туда ходят, молятся. А когда мы открывали, в это время участвовали татары и чуваши. И мы, как единый народ, многонациональный российский народ, здесь не за прибыль люди работают, а за любовь к земле. Вам искренне большое спасибо за это. Давайте аплодисменты ему скажем большое спасибо. Уважаемый Лев Пантелеймонович, благодарю вас от своего имени, от имени нашего коллектива, от имени нашей команды общей, дружной. Что касается дружбы народов, то мы этим дорожим, мы это чувствуем, знаем, что это такое. У нас корни, этим жили, этим дорожили. И мы, молодое поколение, не имеем права его нарушать, что-то искажать. И наша обязанность, святая обязанность, беречь то, что было, сохранить и передать дальше молодому будущему поколению. Что касается памяти павших в Великой Отечественной войне, наших родных тружеников тыла, то тут это уже действительно это святое, святее этого. Другого мы не знаем, другого нас не воспитывали. Мы счастливы, то, что мы, Лев Пантелеймонович, принимаем участие в данном мероприятии и принимаем участие в разных мероприятиях, где, ну, действительно, каждый из нас, наверное, каждый по кирпичику прибавляет во имя сохранения памяти. Спасибо. Спасибо. Вот как установили, как веет копия Знамя Победы. По существу в селе копия Знамя Победы Чувашской Республики в нашей деревне впервые поднята на такую высоту. Как красиво и знамя Российской Федерации, и, конечно же, флаг Чувашской Республики. Настолько гордо, когда на все это смотришь, любой человек, который иногда без настроения приходит, поднимает голову, смотрит, у него поднимается настроение, он начинает улыбаться. Ему не надо лечить лекарством, а вместо лекарства вот эти символы величия российского государства, символы победы в Великой Отечественной войне. Я всегда говорил, сегодня вновь хочу подчеркнуть, кто женщин не уважает, кто женщин не любит, не умеет ценить, я таких мужчин вообще не считаю человеком. Человек больше Бога, если он мужчина, он должен любить, он должен ценить, он должен уметь прощать,
если даже какие-то недостатки есть. А у мужчины разве нет недостатков? У нас гораздо больше, чем у вас. И вы нас прошаете. Ваше величие души это. Любить женщин, уважать, ценить и нести сюда на руках. В этом сила нашего государства, нашего счастья. Домик стоит над рекою, пристанью самой реки. Парень девчонку целует, просит он правой руки. Верила, верила, верю, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Вот Роза, я хотел на вас обратить внимание. Роза, вы сколько лет работали здесь в Доме культуры? Сколько созидали, сколько сделали? Очень рада и очень счастлива, что есть в нашей деревне такой человек. Большой буквы, большой человек Лев Пантелеймонович Кураков. Благодаря ему наша деревня процветает. Тавда бустире, тайма бустире. Эверзерембе мухтанат пыр. Хутекштада. Район жайынде, республика жайынде, Россия жайынде. Серебрямен жинчука, сылық болдар зере. Нумай жыл бұрын бала болдар, ялана келсе жүремелі болдар. Алиса, ну она поэтесса, деревенская такая, скромная, а пишет такие стихотворения, такие, которые я нигде у других поэтов не читал. Ял сюмінде сюлі палық, лара таякран курынца. Палық патне шетнемайын, хурадып тетек шехине, таяп хурланца пұжыма. Палық синдяк буладып, атте, азатте, аннезем куказем. Шыр сирмсите паттыр сыржыва юделене, шак шыркилле ижек ялі день. Візін день аллы ултын, танмар шабыжу херінде пүшне хуна, ялыма каялла келеймен. Кетселеймен савныне савны тузе, ашыне сактулы адизем. Можырне кетре можыр, хыйвадылса меншере керетен. Семьерен твады ғывыл пүшхуна, амышын ерзети прекущуль. Ах, евырске, евыр ялгишым, кущуль каплана чундерет кагырда, еплецетны халық шак ирзер бірся. Фашистетте урзатис керрен, будхимден то кресержине, тван шырышылжым пүшхурса, патырядусан юльчетере. Чан гушпала пхмабализесен, сире уратпыр иренкажен, шензем, ажу, ясла жушта gezесен, шак мрамор палгагдарт мынашлын. Езер хаварзирна саварзене, таргашын пустарыр, манапарыр, варайбе хамахзене сидзем вали кларза апарадып. Прекрасные стихи надо иметь чистое сердце, понимание простого народа. А у ней все это есть, и ей очень приятно. А Рита наша, я скажу так, хозяйка всех процессов. Она нам готовила здесь самые вкусные блюда. Такие блюда ни в одном ресторане не попробовал. Вы, наверное, все подтвердите, девушки, вот участницы этого, так или нет? Настолько вкусно, которые приезжали из Чебоксара, потом уже начали приезжать, для того, чтобы хотя бы здесь пообедать и поработать. А потому что очень вкусно. Ну, чувствуется такая скромная, очень интеллигентная женщина. Большое спасибо, что вы вместе со своим мужем сегодня приехали на данное мероприятие. От имени Центрального совета чувашских старейшин я намерен преподнести почетный знак Аттила. Я с своим супругом объехала всю Чувашию. Бывают такие встречи, очень приятно. Спасибо. Деревня как? Вот центр как вам? Очень понравился. Очень все красиво, очень приятно. Вот все посмотрели мы.
А может, вы будете поддерживать? Он хочет сюда часто приезжать и памятник... Я его во всем поддерживаю. Поддерживаете, да. Я во Это всем самое всегда главное. с ним. Без вашей поддержки он так творчески работать не может. Какие у него там скульптуры и так далее. Это очень важно. Спасибо. Вдохновение. Вдохновение. Это самое главное. Здесь присутствует директор клуба Володя. Я его по имени только называю как молодого человека. Он тоже непосредственно участник всех этих событий. Когда вы отремонтируете, приедем на открытие, Рудольф Васильевич, и мы делаем такой подарок, бесплатно подарим самые хорошие, лучшие книги, чтобы библиотека была у нас добрейшей библиотекой, и детская библиотека была основательная, и взрослая. Я очень хотел бы. Спасибо вам. Большое спасибо, Лев Пантелеймонович. Здоровья, счастья. То, что вы для нашей деревни очень много сделали и делаете. Еще раз большое спасибо. Я хотел бы сказать о Эдуарде Константиновиче Бахмисове. Я прошу оператора, покажите его. Он тоже очень скромный человек. Он является архитектором и проектантом, вдохновителем строительства этого проекта. Сам подавал идеи, сам принимал участие непосредственно, сам переживал, сам страдал. Давайте ему аплодисментами скажем большое за это спасибо. Сегодня прозвучала идея, значит, установка памятника великого нашего русского поэта. А вдруг вокруг этого поэта появится памятник чувашского поэта, а может и татарского поэта в этом ансамбле, в этом комплексе. Потому что говорили, что чуваши и татары, русские, очень дружно живем. Я эту идею поддерживаю и дай Бог здоровья. Олег, вы где-то далеко стоите, а он мой помощник, а он помощник и родня, и помощник душой, а он мастер на все руки. Без его здесь участия здесь ничего не происходило. Непосредственно участвовал, непосредственно создавал, непосредственно прикасался и каждой доске, каждому кирпичу, каждому дереву и все остальные, которые здесь установлены при его непосредственном участии. Олег, тебе за это большое спасибо. Очень много было откликов на наш фильм. Сколько примерно откликов? Больше 20 тысяч. Более 20 тысяч всего мира на наш фильм откликались. Всего мира. Со всех как его, субъектов Российской Федерации это раз. И государства СНГ, как мы говорим, бывшие, как его, наши Союзной Республики представители. Вот 20 тысяч, вы поверьте, пожалуйста, откликов, где это видано. И какие слова. По пути я читал и плакал, как говорят, как люди простые оценивают простую, несложную, но очень нужную для людей работу. Вот в этом заключается наш дух. В этом заключается наша сила. И в этом заключается сила доктора Бассама. Он всегда стремится чем помочь. И сегодняшняя встреча, это тоже не случайно она возникла. Она возникла при его поддержке. На любое мероприятие, где мы организуем, он всегда на передовых позициях. Он не говорит, что времени нет. Он говорит, когда и во сколько. Когда мы заехали сегодня в деревню, кстати, я не первый раз, но когда мы заехали, было предложение остановиться. И мы остановились около деревни и посмотрели. В 1701 году было создано. А я говорю, ребята, США 200 лет, а деревня у Льва Пантелеймоновича Куракова более 320 лет. Это говорит о многом. И то, что вы сегодня в своей деревне строите самые элементарные, вот хотите облагоражить и поставить памятник Пушкина. Пушкин – это символ дружбы народов. Пушкин из Ближнего Востока. Вот пройдут 1000 лет, 2000 лет, 10 тысяч лет. Вот спрошу любого из вас, кто был король Великобритании, когда Пушкин писал стихов, уважаемый Николай Григорьевич? Кто был король Великобритании, когда Пушкин начал писать стихов? Кто был король Швеции? Кто был, я не знаю, президент США? Кто был король Испании? Я думаю, у вас ответы не будут. Но Пушкин всегда будет жить. И будет жить в деревне у Куракова здесь. В месте, где он выбрал для него. Напоминает нам, что Пушкин
из древнего чувашского народа. Лев Пантелеич – это отец чувашского народа. Не просто вот по возрасту, нет, а по делам. По тем, как он о своем народе заботится, как он объединяет всех. Потому что, как он говорит, единство народов – сила России. И вот так написано у Дома дружбы народов у входа. Это первый камень, который мы заложили. Вот это настоящий патриотизм, который хочет сделать свой народ, чтобы свой народ всегда жил в мире, в достатке, в любви, в дружбе. Он даже часто выступает, он может, да, он даже говорит, я вырос сиротой. Мой отец был дружба народов. Вот это я слышал от него и не один раз. И поэтому мы его очень любим, почитаем. Куда нас зовет, приглашает, мы всегда с удовольствием с ним едем. Он всегда лидер. Спасибо вам и вам всем. Добрый привет от святая земля, моя родина, Палестина. Я хочу в конце выразить большую благодарность сельчанам нашей республики, сельчанам нашего района и сельчанам непосредственно моей любимой деревни Чуваш и Жеки. Дроздов Николай Николаевич на конференции приезжал и внес предложение изменить это название Чувашские Ишаки. Перевели, не так перевели, надо перевести достойным образом. Здесь, понимаете ли, не Ишаки живут, а живут здесь достойные люди, которые работали. Каждый выходил по очереди, трудился. Я преклоняюсь перед сельчанами за их доброе отношение к нашим делам. Это очень важно. Есть инициатива «Чувашские вожаки». Должно звучать. Вот здесь говорит, как его, очень правильное название вот это подсказывает. Конечно, как его, это унизительно. Народной академии, да, чувашские вожаки. И я хотел бы в этой связи сказать, когда мы Дом знаний здесь построили, за 8 дней 100 тысяч кирпичей уложили. И в этом Доме знаний получили все выпускники, 400 человек высшее образование. Они приезжали из Ульяновской области, Татарстана, из всех республик. Это построено не за счет средств государства, а это построен Дом знаний впервые Чувашской республики, а возможно Дом знаний Российской Федерации. Впервые построен этот дом нашими силами, силами сельчан. Мы сейчас стоим на фоне этого разговора около Дома знаний. Никто не поверит, когда заложили первый камень. Погода невозможно дождливая, погода. Дождик идет, и так его льет, как из ветра. Когда началась молитва, люди все стоят, никто не уходит. Через 5 минут солнышко появилось здесь, все тучи в сторону. И когда вся эта молитва шла, все были удивлены, ошарашены, что такое может произойти в жизни во время молитвы, когда мы закладываем фундамент часовни. Это просто поверить невозможно. А столько было здесь людей из других районов, приезжали и сказали, мы не можем остаться безучастным, мы должны вам помочь. А здесь уже невозможно было, уже мест нет для работы. На одного, каждого как по кирпичу. Но они участвовали. А когда люди сами участвуют в этом деле, они никогда не забывают, они оценивают этот труд. Вот как больно, что это сейчас закрыто. Ну, сейчас, к сожалению, закрыто, это больно, все переживают. Я внес предложение, возможно, новое руководство поддержит. Делать надо, что-то надо сделать для того, чтобы не имеем права терять мы это далее. Не потому, что я построил, а потому, что это не я, все вместе народом построили при нашем активном участии. Но самое главное заключается в том, что теряется духовное богатство для людей. Здесь надо новое организовать. Я внес предложение, сейчас я не хочу озвучивать, но я думаю, возможно, это будет сделано.
Любая встреча, она должна завершиться словами благодарности друг другу. Когда мы говорим добрые слова, когда мы отмечаем работу людей, мы на этой основе становимся богаче, счастливее всех. И ни один человек, ни один руководитель, какой бы пост ни занимал, никогда не имеет права это забывать. Слова добрые, даже, возможно, ненавидящего тебя человека, сказанные в его адрес добрыми, его изменяют. Он становится другим. Он по-другому смотрит на тебя, по-другому начинает шагать и по-другому начинает улыбаться. И поэтому, находясь в этом центре высокой культуры, находясь в центре патриотического воспитания, мы не имеем права по-другому поступать. Я хотел бы сегодня от всей души, от всего сердца сказать вам, участники данного сегодняшнего мероприятия, большое, искреннее, сердечное спасибо каждому из вас, потому что вы, именно вы создаете доброе. Общественная награда Николая Григорьевича Кондрашкина вручается при вашем присутствии, при ваших высоких бурных аплодисментах. Спасибо. Единство сила. Давайте объединяться. И вот книга тоже, чтобы вы в свободное время посмотрели, пожалуйста. Огромное спасибо. Спасибо. Олег Самана, он везде, всюду, как его на передовых позициях, он сам. У него потребность души делать людям добро. В этом сила Самана. Олег, ваша сила. Я благодарен, что вы, выпускник Чувашского государственного университета, сегодня отмечали, что из моих рук получили диплом. Я горжусь, что такого человека мы воспитали в Чувашском государственном университете. Вы являетесь примером для всех остальных. Разрешите вам вручить почетную грамоту. Прошу. Немного у нас в Чувашии таких талантливых, гениальных и простых людей, которые бы служили для своего народа всю жизнь. Вот Лев Пантелеймонович Кураков является одним из них. Я считаю, что он достоин звания духовного отца чувашского народа. Я приглашаю, дорогие друзья, на чаепитие. Давайте во время чаепития еще поговорим по душам, еще посидим, вспомним прошлое, наметим планы на будущее. Что ты разлюбишь меня? Верила, верила, верила.
пошли молодые, морщины покрыли лицо, волосы стали седые, и больше не нужен никто.